Добрый вечер. 27 сентября, 943-й день аннексии Крыма. Заман, в студии Эльдар Куртитов. Пропавшего в Симферополе крымского татарина нашли в больнице. Речь идет о 28-летнем Эрфане Османове, которого искали в течение 3 дней. По сообщению его сестры, Эрфана обокрали и избили на одном из столичных рынков. 3 дня мы не могли с ним вообще связаться. Его девушка и мы. Сегодня утром девушка звонит, говорит, мне это не нравится, он так никогда не делал. Но я, говорит, с ним вечером разговаривала, он шел домой, и потом, говорит, резко перестала с ним, связи не было. И, говорит, я уже 2-3 день звоню, не могу до него дозвониться. Ну и когда мы начали утром кипишиться, там туда-сюда, она звонит, говорит, он буквально сейчас позвонил и сказал, что едет с больницы домой, к хозяйке на квартиру, меня избили, ограбили, вот так вот. Мы пока еще его самого не видели. Подробности я не знаю. Я знаю, что он сказал своей девушке, что это было на Куйбышевском рынке. Найти пропавших в оккупированном Крыму и наказать виновных в убийствах. С такими лозунгами активисты пикетировали российское посольство в Киеве. На ежемесячную акцию пришли ветераны национального движения крымских татар и активисты Крымсос. Где Эрвин, где Арсен, кто убил Марка? Активисты Крымсос и участники национального движения крымских татар выстраиваются вдоль забора российского посольства в Киеве. На их плакатах имена убитых и жертв насильственных похищений в Крыму. Сегодня мы знаем о как минимум 15 людях, которые пропали без вести, и о 9 людях, которые пропали и позже были найдены погибшими, мертвыми, убитыми. Друг Руслана пропал в Севастополе. Василий был участником автомайдана и демонстрировал активную проукраинскую позицию. Знакомые последний раз его видели 14 марта 2014 года. В Фейсбуці писав, про Севастополь, іменно, що там твориться. Скоріш за все, там квартиру там знімав. Тому що я запитував там у тих власників, які здавали йому квартиру. Кажуть, сумка стоїть, а він не приходить. І все. В руках у ветерана крымско-татарского национального движения Зеври Курбединова таблички с именами Джевдета Ислямова и Исляма Джипарова. Они стали одними из первых жертв похищений в Крыму. Очевидцы видели, как их силой усадили в микроавтобус, и вот уже ровно 2 года, как о них нет ни одного известия. К сожалению, убежден, что расследование никакого не ведется. А если что-то и ведется, то только для того, чтобы скрыть это все и не найти. Я не допускаю, чтобы государственные органы, которые являются профессиональными, которые являются ответственными за это, не могли найти этих преступников. Участники акции потребовали от России и Украины расследовать все случаи исчезновения и убийств. Они обратились и к мировой общественности с просьбой повлиять на власти Российской Федерации. Контроль над полуостровом не является российским, и контроль осуществляет Российская Федерация эффективный. Поэтому в первую очередь обязанность по расследованию этих дел и по нахождению должны предприниматься Российской Федерацией, учитывая, что есть довольно много косвенных доказательств, показывающих, что есть поддержка со стороны государства России этим насильственным исчезновением. Но при этом, естественно, не последний роль здесь у украинских государственных органов. Этот вопрос должен постоянно, насколько возможно, подниматься на всех международных площадках, как, например, сейчас в Варшаве на конференцию ОБСЕ. Мы ставим эту проблему не только перед российскими властями, ответить на вопрос, где те, которые числятся пропавшими без вести, и кто понесет ответственность за тех, кого позже были найдены убитыми, и за тот террор, который переживает население, граждане Украины у себя на своей земле в Крыму. В конце акции люди привязали к забору посольства белые ленточки с именами убитых и пропавших. Мы превратим забор посольства в такое, что ли, дерево желаний. Мы будем завязывать белые ленточки с именами пропавших, загадывая желание, чтобы эти люди нашлись. С тем, как вешают ленточки, загадывая желание. Поэтому сегодня будем надеяться, что однажды эти люди когда-то смогут стоять здесь с нами, и что они живы и здоровы. Роман Спиридонов, Асан Аминов, Заман, АТР.
Продолжается суд по делу заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза. Сегодня допросили еще 2 пострадавших, которые были членами народного ополчения. Кроме этого, на заседании присутствовали представители мониторинговой миссии Amnesty International, сообщает адвокат Николай Полозов. Ахтема Чийгоза обвиняют в организации беспорядков во время митинга 26 февраля у стен Верховной Рады Крыма. Чийгоз себя виновным не признает. Российские силовики преследуют детей заключенного крымско-татарского правозащитника Эмир Усейна Куку. Они давят на детей, чтобы те дали показания против своего отца. Об этом сообщил адвокат Александр Попков. Ранее сына Куку уже преследовал в школе человек, который представился сотрудником ФСБ. Он рассказывал ребенку, как плохо папа поступил и что за это долго будет сидеть за решеткой. Куку и еще 3 крымских мусульман обвиняют в участии в деятельности организации Хизбут Тахрир, которая запрещена в России, Казахстане и Германии. Травля его семьи и его детей в школу к детям, к сыну и к племяннице Эмира Усейна Куку приходил некий человек, который представился сотрудником ФСБ и наговорил много гадостей этим детям. Мы обратились в следственные органы, мы обратились в Следственный комитет для того, чтобы привлекли к ответственности этих сотрудников ФСБ. Но, к сожалению, наши правоохранительные органы вывернули все наоборот. И сейчас якобы проводится проверка по поручению прокуратуры о том, что Эмир Усейн Куку, будучи в следственном изоляторе, бездействует и плохо исполняет свои родительские обязанности. Якобы он своим бездействием допустил, что к ребенку в школе пришел неизвестный человек и приставал к его детям. Для этого сотрудники полиции хотят опросить детей, и когда мы запретили это делать, сказали, что дети не будут никаких давать показаний против отца, сотрудники полиции пытались каким-то образом сами, без родителей, детей опросить, то есть там договорились в школе, караулили детей в школе. Общественные и правозащитные организации проведут акцию в поддержку Меджлиса. 29 сентября в Москве будет проходить заседание апелляционного суда, на котором окончательно может быть запрещен Меджлис крымско-татарского народа. В это же время в Киеве на Майдане Незалежности пройдет митинг. Кроме того, организаторы сообщили, что такие же акции пройдут и в других странах, но под российскими посольствами. Призываем всех киевлян и те, кто могут присутствовать, приехать в Киев, принять участие. Это нужно не только для спасения Меджлиса и крымско-татарского народа. Это нужно проводить, чтобы спасти Украину, спасти Европу, спасти мир от той начинающегося фашизма в России. Потому что преследование Меджлиса по этническому признаку, это уже подходит под фашистські действия. Ніхто не дасть їм знищити знову цілий народ, ніхто не піде на їх умови забути про окупацію і вторгнення в Україну. І такі акції мають служити сигналом, що Україна, українці, кримські татари всі разом будуть боротися за звільнення території України и покарания агрессора. Очень важно понимать, что Меджлис не просто является общественной организацией, как об этом заявляют российские власти. Это является органом самоуправления крымских татар, который официально уже более 25 лет действует и защищает интересы крымских татар. Я подчеркну, что Меджлис — это не просто 33 члена Меджлиса на центральном уровне, но это целая сеть региональных меджлисов, куда входит более 2500 людей на региональном уровне, и практически все те мероприятия по защите прав крымских татар за последние 25 лет так или иначе были организованы региональными меджлисами. К другим новостям. Более 1000 абитуриентов из оккупированных регионов поступили в украинские вузы. Из них 15% из Крыма, 85% из Донбасса. Точних цих цифр ніколи не буде відомо, тому що значна частина тих, хто з Криму реєструється на ЗНО, не вказують те, що вони реєструються з Криму. Ви знаєте, з яких причин. Тому ми оцінюємо цю кількість людей в межах 200 осіб. Ну, точніше, я вам не скажу.
Є відновлення діяльності в місті Києві Таврійського національного університету імені Володимира Вернадського. І ми розуміємо, що значна, можливо, навіть в чомусь основна частина контингенту цього університету – це будуть діти, які проживали в першу чергу на тимчасово окупованих територіях, а думаю, що будуть підтягувати сюди і діти з непідконтрольних територій. Тому що на базі цього навчального закладу діяв як центр Криму України, так і центр Донбасу України. І ми максимально здійснюємо сприятливі умови для того, щоб цей університет відновив роботу. Турецкая диаспора планирует построить в Украине 2 мечети и детский сад. Об этом сообщил вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Мукримин Шагин. Эти проекты воплотят в жизнь в Генически и в поселках Новоалексеевка и Чонгар. Мы приехали сюда по решению Всемирного конгресса крымских татар. Планируем здесь построить 2 мечети и детский сад. Таким способом хотим поддержать культурную и социальную сферу наших земляков, которые живут на материке. В Турции, Ираке и Германии прогремели мощные взрывы. По меньшей мере 17 человек погибли, более 50 ранены в результате 2 взрывов в Багдаде. Ночью в Дрездене произошли 2 взрыва у мечети и у Международного конгресс-центра. Но обошлось без жертв, к счастью. А в Турции взорвали военный автобус. В результате погибли по меньшей мере 10 человек, 8 ранены. Власти Турции обвиняют в этом курдскую рабочую партию, которая принимала ответственность за подобные нападения в этом регионе. Семье крымских татар нужна помощь. 12 сентября в селе Ларино Джанкойского района полностью сгорел жилой дом Ибрагимовых. Кроме того, огонь уничтожил сарай, где на тот момент находился скот. Часть животных погибла. Пожарная машина приехала только через 40 минут после вызова. Не оставайтесь в стороне. Помочь семье вы можете, связавшись с ними по телефону, который вы видите на своих экранах. Я закрив худобу у сараї і пішов попити води. Підіймаю голову, бачу, загорівся стіг сіна. Я з відром води заліз на драбину та вилив води. Клійонка лопнула. Как-то взрыв какой-то. И вот раскидал тюки и сгорел, резко сгорел. Пламя. Больше не мог я домой подойти. Уже все горело, уже все, дом зайти невозможно было. Всего 7 километров тут до Азовска, 40 минут как можно ехать? Жінка позвонила мені і каже, ми горимо, я прибіг, а тут вже все палало. Я забіг і встиг взяти паспорт та документи на дім. Більшість не встиг забрати. Потім побіг, розв'язав биків, проте одного не встиг визволити. Він згорів живцем. Крымские активисты, волонтеры организации «Ачех Юрий Клер» собрали 88 тысяч рублей на лечение 3-летней Аделе Зидляевой, которой диагностировали цирроз печени. На организованном для детей мастер-классе «Добро детскими руками» учили росписи гипсовых фигур, резьбе по дереву и гончарному искусству. Я делаю кексики из пластики. Я делаю танк из глины, чтобы помочь собрать деньги для больной девочки, которая болеет циррозом печени. Маму зовут Гульсум. Она обратилась к нам месяц тому назад за помощью. Она воспитывает ребенка одна, без мужа. Как вы понимаете, что сумма сбора очень большая, 127 тысяч евро. Одной ей сложно с этой бедой. Мы должны всем народам помочь. Не будьте равнодушны, не оставайтесь в стороне.
Путин на танке решает проблемы своей дочери. Израильская компания запустила рекламный ролик с таким содержанием. Так иностранные предприниматели пытаются привлечь внимание клиентов к сервису, позволяющему оплачивать парковку с помощью мобильного приложения. В рекламе дочь Путина едет по центру Москвы и не может найти место для своего автомобиля. В это время ее отец занят войной в Сирии. Однако Путин все бросает, приезжает на танке и расталкивает все машины. Спасибо, папа. Ну, милочка, пишвилмаешь, папа. Ну, давай, Сагвар. לבת של פוטין יש את פאפה, לכם יש את פנגו. На этом пока все. Оставайтесь с нами. Хорошего вечера.